В эфире программы «Итоги дня». Расскажем самые заметные события уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Полпред ДФО Юрий Трутнев провел заседание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Рассматривались вопросы распределения средств федерального бюджета. Соцсети пестрят публикациями, как люди выходят на тонкий лед и рискуют жизнью. Расскажем о базовых правилах безопасности у воды в период межсезонья. В республиканской больнице номер 2 установили новый цифровой рентген-аппарат. О преимуществах нового оборудования. В Алданском районе состоялся форум работников детских садов и родителей. Какие методы совместной работы наиболее эффективны? Якутские футболисты выступили на международном турнире в Китае в составе сборной России. Расскажем подробнее. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 15 по 17 октября. В своем обращении глава государства подчеркнул значение площадки для диалога между представителями бизнеса, науки, политики и экспертного сообщества из разных стран по актуальным вопросам развития топливно-энергетического комплекса. И очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик, подчеркнул российский лидер в своем обращении. Полпред ДФО Юрий Трутнев провел заседание Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Рассматривались вопросы распределения средств федерального бюджета по линии президентской дальневосточной единой субсидии на 26-28 годы на объекты мастер-планов и иные мероприятия Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей, Еврейского автономного округа, Чукотки. Помимо этого обсуждались оказание господдержки инвестпроектами в части возмещения понесенных затрат на развитие инфраструктуры. Для предоставления субсидий отобрано 15 проектов в 8 регионов ДФО. Средства материнского капитала в следующем году смогут использовать 1 700 000 семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Ранее Минтруд сообщал, что в результате индексации в 2026 году материнский капитал увеличился и составит 974 000 рублей на второго ребенка, если семья не использовала материнский капитал за первенца. За первого ребенка сумма 737 000 рублей. В этом году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 000. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 000 рублей. В Якутии продолжается устойчивый рост малого и среднего предпринимательства. По данным на текущий год, количество субъектов МСП составило почти 45 000 единиц, что на 1,2% больше по сравнению с прошлым годом. Также значительно увеличилось число самозанятых граждан. Их уже более 68 000 человек, что на 12% больше, чем годом ранее. В 17 муниципальных образованиях республики продолжают работу бизнес-инкубаторы, оказывающие поддержку начинающим предпринимателям. В настоящее время их резидентами являются 269 человек. Выйти из кризисной ситуации или поднять уровень дохода помогает такой вид государственной поддержки, как социальный контракт. Желающие могут обратиться в Управление социальной защиты населения с бизнес-планом и получить финансовую поддержку. О реализации программы в Нерюнгринском районе смотрите далее. Все больше интересу жителей Нерюнгринского района продолжает набирать такая мера социальной поддержки, как социальный контракт, с помощью которого вполне реально открыть собственное дело. Управлением социальной защиты населения Нерюнгринского района продолжается работа по заключению социальных контрактов с желающими улучшить свое финансовое положение. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малообеспеченным гражданам, доход которых ниже величины прожиточного минимума. Для того, чтобы обратиться за данным видом поддержки, необходимо составить бизнес-план, предоставить документы о доходах всех членов семьи. Сумма поддержки до 500 000 рублей. А на
Данная выплата имеет целевой характер. Ее можно потратить на приобретение оборудования, материально-производственных запасов, на рекламу в социальных сетях, а также на аренду. Социальный контракт – это не просто разовая выплата. Это реальный шанс начать новое дело или развить уже начатое. Государство помогает тем, кто готов работать на улучшение своей жизни. Предприниматель Татьяна Бурлукова обратилась в управление соцзащиты для заключения соцконтракта, чтобы получить финансовую поддержку на развитие своего бизнеса. Прошли полностью всю подготовку, сдали экзамены, защитила свой бизнес-план, да, и вот были выделены денежные средства, которые дали, как сказать, начальный старт, толчок для создания этого бизнеса. Данная мера поддержки очень важна, если это, можно сказать, как стартап, грубо говоря, можно воспользоваться данной услугой. Я говорю, если боитесь, есть какие-то страхи, это очень большая и грандиозная поддержка. Отметим, что социальный контракт по итогам прошлого года заключили уже более 70 жителей Нерюнгринского района. И в этом году интерес к этой мере поддержки со стороны государства только растет. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях продолжит работу до конца октября. На линии работает 13 паромов. Как сообщает Минтранс Якутии, сегодня она функционирует в полном объеме согласно утвержденному летнему графику. Согласно решению Росморречфлота, сроки закрытия зависят от гидрологической обстановки на реке Лени. Паромы Якутии установили новые тарифы, действующие в межсезонье. До окончания навигационного периода применяются летние тарифы. В условиях ледостава организацией грузовых перевозок будет заниматься Ленское объединенное речное пароходство. Перевозку будут осуществлять по маршруту Жатай-Техтюр с привлечением специализированных судов ледового класса. Будут действовать тарифы с учетом сопровождения ледокола. С приходом осени все больше велик соблазн скоротать путь и выйти на неокрепший лед. Однако такая хитрость может стоить вам жизни. О базовых правилах безопасности у воды в период межсезонья расскажет Эржена Гармаева. Вода во всех своих формах – стихия коварная. Только по Якутии ударили первые морозы, а соцсети уже пестрят публикациями, как люди выходят на тонкий лед и рискуют жизнью. Вот мужчины, разгоряченные спиртными напитками, чуть не утонули в теплом озере. Проходившие мимо очевидцы бросились спасать несчастных и сами едва не пошли ко дну. Причем на те же грабли наступают и в столице, и в районах. Популярным в якутском интернете стало видео, где на переправе в сторону Усть-Майского района груженные пассажиры переходят Амгу. А самый резонансный случай произошел в Оленёкском районе. Двое мужчин погибли, пытаясь пересечь реку на снегоходе. Также не рекомендуется на такой лед выезжать на специализированной техники, такие как снегоходы, бураны. Это тоже очень опасно, может трагически закончиться. Вот люди, только лед встал, допустим, охотники, рыбаки, они сразу садятся на буран, выезжают на такой лед, не померив его, может даже померив предварительно. Ездят и случаются несчастные случаи. Так что не рекомендуем ни на технике, ни пешком выходить, пока лед достаточно уже толстый не будет. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров в пресной воде. Но не стоит обманываться внешней крепостью. Лед всегда промерзает неравномерно. Сегодня инспекторы ГИМС вышли на столичные улицы, чтобы в очередной раз напомнить горожанам о правилах безопасности. И все было не просто так. Даже во время рейда люди пытались бороздить ледяную гладь. И любители животных, и дети. Здравствуйте, мы с ГИМСа приехали. Давайте тогда сходим, почему мы гуляем, не знаем. Самая важная рекомендация – это, конечно, вообще не прокладывать маршруты через водоемы в межсезонье. Однако, если вы все-таки не прислушались к совету и лед под вами треснул, не поддавайтесь панике. По возможности, если у вас есть что-то острое, надо вытащить это из карманов, возле кромки льда стараться ухватиться за него какими-то такими втыкающими действиями. Обязательно надо выходить из воды, то есть если вы провалились под лед, надо будет выходить из воды в том направлении, с которого вы пришли, потому что там наверняка вас лед выдержал, значит там он наиболее толстый.
А если вы стали свидетелем несчастного случая, не спешите геройствовать. Велик шанс, что вы, как и утопающие, не сможете выбраться на берег. Лучше всего довериться профессионалам и обратиться в службу спасения по номеру 112. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. 32-й отряд добровольцев «Ботур» завтра отправится в зону боевых действий. Перед отправлением на передовую бойцы проходят специальный курс, включающий в себя освоение военной медицины, огневую инженерную подготовку, а также технику ведения боя. Согласно традиции центра, в рамках проводов также проходит и встреча тех, кто защищал Родину. 21 военному вручили награды за проявленный героизм и мужество. Они прошли всю подготовку, и они достойно там будут служить своему отечеству и будут защищать нашу Родину. И ребята все полностью 1,5 месяца прошли обучение. И еще они пойдут сейчас в Кадамов, еще там 12 дней пройдут обучение. И они через 20 дней они будут там на зоне боевых действий. Не только мы провожаем, а все ребята, которые там уже побывали, и все они провожают наших ребят и делятся своим опытом. Беспилотники активно используют в самых разных сферах, в том числе внедряют сельское хозяйство. Управлением БПЛА учатся студенты специальности лесное дело агротехнологического университета. Обучение ведется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Подробности далее. Будущие работники лесного хозяйства отрабатывают навыки управления на FPV-дронах. Максим Охлопков, студент АКАТУ и участник СВО. Сегодня он снова за пультом управления, но теперь его цель – освоить профессию оператора БПЛА во второй раз. Я обучался в прошлом году, тоже у меня корочка есть. И хотелось бы еще вторую. Чем много корочек, тем лучше. На данный момент я восстановился, целый год в этом академическом отпуске был. В дальнейшем по своей профессии уже работать. Слушатели обрели знания настройки и обслуживания беспилотников. Теперь они могут управлять дроном не только на симуляторе, но и в режиме от третьего лица, ручном и в FPV-режимах. Есть маленький дрон, который меньше, вроде 15 грамм, но я не помню. А есть еще более средние, а также есть еще и вроде 15 килограмм. Мне нравится белым управлять, который более легче и более безопасный. Обучение провели при поддержке Омского аграрного университета, ведущего профильного вуза страны. Преподаватели делятся опытом, проводят как онлайн-лекции, так и очные мастер-классы. Ребята смогут реализовать свои знания на производственных практиках, применение беспилотников для внесения гербицидных средств, для наблюдения за животными стадами, за оленями, за лошадьми. Ну и, в принципе, потребность в операторах у нас сегодня она высока и с каждым годом будет расти. Наша съемочная группа тоже попробовала управлять дроном. Под руководством инструкторов это оказалось не так просто, как кажется на первый взгляд. Управление требует внимательности, точности и знания техники. Чуть-чуть на себя. Выше подниматься мы не будем для того, чтобы не упасть. Супер. Ну, так сказать, поздравляю. Спасибо. Да. Где мое удостоверение? После завершения обучения сильнейшие получат возможность состоять в кадровом резерве пилотов БПЛА Якутии. Спрос на специалистов растет, а выпускники АГАТУ смогут внести вклад в развитие технологий и экономики Якутии и Арктики. Таяна Федорова, Петр Шестаков, Якутск. Группа депутатов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий. Так, для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов второй группы, детей, потерявших одного из родителей, предлагается увеличить размер пенсии до 10 тысяч рублей. Для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов до 24 тысяч рублей. Для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй группы, а также детей, потерявших обоих родителей, до 20 тысяч рублей. Для инвалидов третьей группы до 8,5 тысяч рублей.
Якутяне получили больше 26 тысяч сертификатов на технические средства реабилитации. Общая сумма выплат составила почти 600 миллионов рублей. Электронный сертификат – это удобный инструмент для покупки, например, протезов, кресел-колясок и слуховых аппаратов. Купить средства реабилитации можно онлайн и офлайн у любого продавца, принимающего сертификат в качестве платежа. Чтобы получить меру поддержки, необходимо быть владельцем карты МИР. К ней привязывается электронный сертификат. Чтобы обеспечить граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации в натуральном виде, отделение социального фонда по Якутии проводит закупку их по государственным контрактам. В зависимости от наличия действующего государственного контракта на необходимое техническое средство реабилитации, сроки выдачи направления могут меняться. Если контракт заключен, рассмотрение заявления и выдача направления займет 15 дней или 7 дней для паллиативных больных. В Центре лучевой диагностики Республиканской больницы номер 2 установили новый цифровой рентген-аппарат отечественного производства. Оборудование позволяет значительно ускорить работу врачей и сократить время ожидания для пациентов, тем самым повышая эффективность лечения. Подробнее о преимуществах нового аппарата расскажет Камила Михайлова. В стенах Республиканской больницы номер 2 в год проводятся более 70 тысяч различных рентгенологических исследований. В Центре лучевой диагностики работают 5 отделений – от магнитно-резонансной томографии до рентгенохирургических исследований. Установка нового рентгенаппарата значительно уменьшит нагрузку и облегчит процесс работы. Оборудование современное, на 3 рабочих места, оно цифровое. То есть нам нет необходимости, как мы раньше это делали, на пленке распечатывать фотографии. Все снимки, они уходят в общую систему. И поэтому любой доктор с любого рабочего места может зайти, посмотреть. Более того, не просто с любого рабочего места нашей больницы, а с любого рабочего места любой медицинской организации нашей республики. С помощью рентгенаппарата на ранней стадии можно выявить признаки различных заболеваний. Благодаря тому, что аппарат полностью цифровой, пациент не тратит время на ожидание результата снимка, что ускоряет процесс диагностики, тем самым повышая эффективность лечения. В первую очередь классический рентген служит диагностике переломов трубчатых костей и остального скелета человека. Так, кроме этого, выполняются рентгеноскопические исследования, то есть с использованием контрастных веществ. Это исследование желудочно-кишечного тракта в первую очередь, то есть туда входит пищевод, желудок, ну и, конечно же, толстый и тонкий кишечник. В настоящее время завершаются монтажные работы по установке аппарата, а лаборанты проходят обучение на новом оборудовании. В скором времени аппарат начнет принимать первых пациентов. Сейчас новый цифровой аппарат, конечно, очень облегчает нас. На пленке не работаем, все цифра, все компьютерное. Поэтому и больным хорошо, пациентам нашим, и нам хорошо. Работать легче стало. Данное оборудование не будет единственным в стенах больницы. Второй такой же рентгенаппарат планируется установить в травмпункте Республиканской больницы номер 2. Камила Михайлова, Айлита Махно, Якутск. В Якутске состоялось торжественное открытие 8-го международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега». На литературный форум приехали писатели и переводчики из Китая, Монголии, Бразилии, Ирака, Казахстана, а также представители из регионов России, Татарстана, Оренбурга, Калуги и Москвы. В рамках фестиваля запланированы презентация перевода казахского эпоса «Кабланды-Батыр» на якутский язык, творческие встречи в учебных заведениях Якутска, выступления на радио и телевидении. Мероприятие стало традиционной площадкой для диалога и обмена культурным опытом, где поэты из разных стран и регионов России могут представить свое творчество. Организаторы отмечают, что фестиваль поможет расширить горизонты якутской литературы и укрепить творческие связи с поэтами России и зарубежья. Я надеюсь, что здесь мы встретим новых знакомых людей, что это будет своеобразной точкой отсчета для нашего будущего развития. Мы должны встречаться, переводить друг друга, общаться, создавать новые фестивали, новые проекты. И в этом самая главная цель вот этого самого фестиваля «Благодать большого снега».
А в Мирном начали работу увлекательные курсы по изучению якутского языка и культуры. Эти занятия привлекают внимание своей необычной методикой. Обучение проводится в игровой форме, что позволяет быстро освоить базовые знания и почувствовать атмосферу региона. Занятия организованы таким образом, чтобы каждый участник мог легко усвоить материал. Уже после 2 уроков слушатели освоили повседневные слова на якутском языке. Игровой подход создает комфортную обстановку, способствующую эффективному обучению. Таким образом, благодаря инновационному подходу и профессиональной организации занятий, изучение якутского языка становится доступным и интересным для каждого жителя города Мирного. Записалась я на курсы, это моя давняя мечта. И так как у меня в окружении практически большинство девушек, которые якутяночки, и мне захотелось их понимать и разговаривать, чтобы поддерживать разговорную речь. Учу потихонечку, и мне это безумно нравится. И сказали даже, что у меня нет акцента. Похвалили. Я очень этому рада. В Алданском районе состоялся форум работников детских садов и родителей. Какие методы работы педагогов совместно с родителями наиболее эффективны в воспитании и развитии дошколят? Ответы на этот и другие вопросы обсуждались на разных площадках. В качестве слушателей на форуме присутствовали и наши коллеги. Преемственность ценностей и смыслов семьи и детского сада в вопросах воспитания и образования. Под таким названием в Алдане прошел форум педагогов дошкольных учреждений района. Встреча, состоявшаяся в стенах второй школы, была приурочена к 105-летию дошкольного образования Якутии. Идея форума, вы знаете, что 2024 года уже в пилотном режиме внедряется программа просвещения родителей детей дошкольного возраста, посещающих детский сад. Основная цель – оказание грамотной, квалифицированной помощи нашим родителям по работе с семьей. И направления разные, самые актуальные – это патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, естественно, математическое направление, психологическая подготовка к школе. В форуме приняли участие более 100 сотрудников дошкольного образования. Работа тематических площадок велась по 6 направлениям. Педагоги представляли коллегам используемые в практике инновационные методы и делились собственными результатами. К обсуждениям и играм также присоединились родители сегодняшних дошколят. У нас появилась такая задача, у нас появилась именно программа просвещения родительства. Наши дошкольники, я хочу сказать, что они всегда на острие этого, так скажем, этих новых задач, новых целей, они всегда готовы их первыми реализовывать. В рамках форума была организована выставка дидактических игр. Освоение счета и письма, изучение алфавита, знакомство с литературой, музыкой и искусством – все развивающие забавы были разработаны алданскими педагогами. Детский сад Сардана села Хатыстыр является республиканской инновационной площадкой по обучению венкийскому языку в дошкольных учреждениях. Представленные коллективом игры будут интересны как малышам, так и ребятам постарше. Нынче вообще методических пособий очень мало, поэтому они у нас многофункциональные и по эвенкийскому календарю. Наряду с тематическими площадками в рамках форума состоялась защита педагогических проектов. Кроме того, гостям предлагалось ознакомиться с авторскими практиками, испытать знания в квиз-игре, посетить мастер-классы, поучаствовать в конкурсах и даже выступить в качестве жюри. В процесс участники включались активно. Это очень интересное мероприятие, особенно для наших родителей, для наших коллег, то есть педагогов. Очень интересно. На форуме состоялась торжественная церемония вручения почетных наград педагогам, которые внесли большой вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения. Также гостей ожидал праздничный концерт, посвященный юбилею системы дошкольного образования. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Якутские футболисты выступили на международном турнире в Китае в составе сборной России. Всего участие в нем приняли 80 команд и больше 1000 прошли отборочные этапы. Таким образом, на одном поле с якутянами вышли сборные Бразилии, Таиланда, Вьетнама, стран африканского континента и СНГ. Выйти в финал нашим спортсменам не удалось, проиграли казахам в 1/4. Тем не менее, игра сборной впечатлила зрителей. Как признаются участники соревнований, после матча им начало поступать множество предложений от инвесторов, но никто из игроков на них не согласился. Много к ребятам предложений, но так как они работают, учатся здесь,
все вернулись домой благополучно, так что все хорошо. Вообще в Азии бум в футболе и вот в мини-футболе. У них разновидности футбола, футзала 5х5, 6х6, 7х7. Ребята ездят постоянно, ежегодно. Мы поехали первый раз туда, и я считаю, для первого раза съездили очень удачно. Конечно, хочется большего. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.